последним данным по коронавирусу, на 15 сентября в регионе зарегистрировали уже 7165 случаев. Суточный прирост по новым заболевшим – 51 человек. Из них больше половины отмечены в Сыктывкаре. В целом по республике выздоровели за сутки 53 пациента. Вот как эти данные и другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждены 7165 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 51 человек. Под медицинским наблюдением 1935 человек. Выздоровели 6147 человек. За сутки мы сегодня хорошо выздоровели 53 человека. Молодым семьям республики оказывается помощь в решении жилищного вопроса. Работа ведется в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. В этом году 69 молодых семей из 13 муниципалитетов республики уже получили выплаты по этой программе и улучшили свои жилищные условия. Всего до конца года помощь получат 95 семей. На эти цели выделено почти 90 миллионов рублей. Выплаты могут быть использованы на приобретение жилья, его строительство, а также на погашение жилищных кредитов. Хорошая новость для некоммерческих организаций. В республике расширен перечень НКО, которые могут воспользоваться отсрочкой или освобождением от платы при аренде государственного имущества. Теперь эта поддержка доступна не только для грантополучателей, но и для социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр наиболее пострадавших в условиях пандемии. В республике продолжается работа по улучшению качества питьевой воды, которая ведется в рамках регионального проекта «Чистая вода», национального проекта «Экология». Например, уже в октябре жители местечка Волокул, села Иб, будут обеспечены чистой питьевой водой. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на новой водоочистной станции. В этом году подобные станции в рамках инвестиционных программ Коми тепловой компании будут введены в 16 населенных пунктов 7 районов республики. Также завершается строительство водозабора в поселке Усадор городского округа Усинск. Строительно-монтажные работы выполнены уже на 97%. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.